Пока идет форум «Россия», планирует собрать 12 миллионов человек. В прошлых выпусках я вам рассказывал про форум-выставку «Россия» на ВДНХ. В этом ролике снова побываю в Москве, буду праздновать День Республики Коми. Прошу уделить минуточку внимания и досмотреть этот ролик до конца. Вам данный артист, привет, дорогие друзья! Снова нахожусь в Москве на форум-выставке «Россия» на ВДНХ. Сегодня тут проходит День Республики Коми. На экспозиции Республики Коми наступила зима. На дереве снежок. Дали вот такую программу на День Республики Коми. Тут написано День Республики Коми, 19 декабря. В программе отмечены павильоны, где проводятся выставки именно Республики Коми. А сзади написано, что во сколько будет. Я думаю, что к концу дня вот эта программка превратится в смятый листок бумаги, потому что ей активно буду пользоваться. Пока я добирался на ВДНХ, москвичам задавал два вопроса. Как ты представляешь Республику Коми? Что вы знаете о Республике Коми? Это север? Да. На тундра, да? Очень сильный холод, похожий на вечную мерзлоту. В голове сразу такая пятиэтажечка, панелька в сумраке, снежочек такой падает, очень красивый, кинематографичный вот свет от одинокого фонаря. Даша потом посмотрела в телефоне и поменяла мнение о республике. Но у меня были друзья из Воркутына, и есть сейчас. И вот я как-то больше по их рассказам ориентировалась. Про природу просто они особо ничего не говорили, а очень зря, потому что выглядит это, конечно, великолепно. Я бы, возможно, там хотела побывать. Где сохраняются запасы лесов российских, где живут многие народы, и восточные, и древнеславянские. Ага. А примерно в России где он находится? На севере, северо-запад? Ну, это Республика Коми. Да. Это там же, где Башкирия. Ребят, где Республика Коми расположена? Как Здрасте, Василий Андреевич. Сибирь. Сибирь? Да, Ну, да, хорошо. ближе к северу. Ну, хорошо. Спасибо. А то меня спрашивают, что я представляю, когда мне говорят Республика Коми. А я из Москвы не выезжал. Понятно. Чего я представляю? Пока. А вы что представляете, когда слышите Республика Коми? И были ли вы там? До свидания. Я там не был, я представляю, это край с лыжниками, с лыжным спортом, людей севера, закаленных, сильных и мужественных. В общем, такой вопрос. Нельзя, да? Снимай. Все. Салам алейкум, Коми. Коми, да. Нет, не слушали? Знаю. Что знаете? Сыктывкар. Комическая республика. Там много лагерей. Я там охранял. Вот такой небольшой социологический опрос и выдался. Я спросил много людей, не все вошло. Но средняя температура по бане такая, что многие знают о Республике Коми, о том, что там много тюрьм и очень холодно. Это печально. Теперь я понимаю, как важна моя работа, работа моих коллег, которые рассказывают о коми-культуре и показывают регион совсем с другой стороны. Хочется, чтобы больше людей знали о Коми и знали с положительной ее стороны. Как раз это одна из задач Дня Республики Коми на ВДНХ. А день начался с презентации региона главой Республики Коми Владимиром Викторовичем Уйба. Там говорилось о городе трудовой доблести в Воркуте и о запасах угля, о лесозаготовке. Даже вспомнили поселок Нювчим, чугунолитейный завод, на котором производились крыша и ворота Зимнего дворца в Питере. Проходите на Дни Республики Коми. Очень красиво, очень здорово. Я нашел на Каджитпель. Я Коми Дед Мороз. Всем желаю счастья, здоровья, Джон Виджалун, Медем Ставус Велисбур, Худжнем да Буршуд. Выставка мной еще не оценена по достоинству, поскольку мы успели только зайти и выйти. Поэтому, но первое впечатление, конечно, все очень красиво, ярко и все очень инновационно, технологично. Много-много всяких экранов, дисплеев. Сегодня Республика Коми на ВДНХ празднует свой день, который приурочен нашим традициям, нашей культуре, нашим продуктам и достижениям промышленности и в сельском хозяйстве. Здесь вы видите выставку, дегустацию, на которой можно окунуться в вкусовые оттенки нашего республики. Классно сказал? У меня в руках камера с очень большим объективом, чтобы запечатлеть каждый момент этого чудесного дня. Я из медиацентра при Министерстве Республики Коми. Я приехала на выставку «Россия», чтобы поучаствовать в Дне региона. Зеленецкая продукция, будь чамаса, мы карам гостясасы
причем угощательными, дегустация бычама. В общем, да, в Доме русской кухни на ВДНХ прошла гастрономическая программа, где угощали продуктами от производителей Республики Коми. Там же наш республиканский супершеф-повар Даниил Литвин готовил традиционное блюдо Коми народа и тут же угощал. Вкусно, жарко. Ляс пробовали? А мы попробуем. А ты сегодня в качестве кого? Я сегодня в качестве шеф-повара. Да нет, шучу. Я сегодня, конечно же, ведущий. Ведущий сегодняшнего дня. Дни идут, а на форуме «Выставка Россия» как было много народу, так и осталось. Собрался полный зал, все хотят увидеть Коми-свадьбу. Она пройдет здесь через считанные минуты, реально вживую. Фишкой Дня Республики Коми на ВДНХ стала настоящая Коми-свадьба. Родилась новая семья. Сергей и Асоль показали всему народу, как Коми традиционно праздновали свадьбу. В постановке участвовали артисты Коми Национального драматического театра и студенты колледжа культуры. Режиссером свадебного обряда стала Галина Александровна Алешина, педагог колледжа культуры. На Коми свадьбу собралось столько зрителей, что не хватило сидячих мест. И люди стояли, знакомились с традициями Коми народа. Очень понравился. Молодцы ребята, хорошо выступили. Вообще так зажгли, как говорится, настроение подняли. И такая гордость вообще за нашу страну, что она такая у нас великая, талантливая и просто вот душевная. После Коми-свадьбы на той же сцене выступили артисты Республики Коми, ансамбль «Гуляночка» и проект Коми-Мор. Тут уже зрители пустились в пляс. А на стенде Республики Коми было тоже не пусто. Глава Республики Коми разыграл путевку на Мань-Папунёр. Художник и этнофутурист Юрий Лисовский проводил мастер-класс по рисованию. Я проводил мастер-класс, как бы от положительных эмоций не устаешь. Поэтому как бы нет ощущения усталости. А прекрасный день на ВДНХ завершился выступлением на главной сцене государственного ансамбля «Асьякыа». А чтобы у вас сформировалась обширная картина празднования Дня Республики Коми на ВДНХ, я в описании под этим роликом подготовил подборку постов от наших региональных СМИ. Смотрите, изучайте. А я поехал дальше снимать про Республику Коми. Увидимся, пока!